Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног. Нам не нужно золотого кумира, ненависть. По официальным данным, в 1915 году в Казанской губернии работало 388 заводов и фабрик. Численность рабочих доходила до 18 тысяч человек. Вот это здание торгово-промышленного комплекса Алафузовых. Это один из крупнейших военно-промышленных комплексов Поволжья. Владела предприятием купеческая семья Алафузовых. Они имели греческое происхождение. Правление торгово-промышленного общества находилось в Петербурге. К началу 20 века это был уже крупный военно-промышленный комплекс, который работал по разным направлениям. Это ткацкое производство, предельные, кожевенные заводы. Очень много шили обмундирования для фронта. Понятное дело, что в начале 20 века русско-японская война, да, опять много заказов, и, соответственно, рабочие места открываются, и вот предприятие все растет и растет. И к Первой мировой войне это был крупнейший военные предприятия Поволжья. С 1892 по 1916 капитал заводов Алафузовых вырос более чем втрое. Предприниматели регулярно жертвовали десятки тысяч на благотворительность. В 1917 году на предприятиях было занято 10 тысяч рабочих. В годы Первой мировой войны 98% продукции уходило на фронт. И уже совсем скоро рабочие казанских заводов и фабрик окажутся активными участниками Октябрьского вооруженного восстания. Алафузовцы, сагитированные местным комитетом РСДРП, бастовали и в 1905 и в 1907. Требовали сокращения рабочего дня и прибавки к жалованию. Для наведения порядка в Ягодную слободу пришлось вызывать войска. Зимой 1917-го алафузовцы организовали 9-тысячную стачку. Ну, понятно, что материальное положение было плачевным. Основные требования всегда были экономические. Это уже в советской историографии это преподносилось, что у них были какие-то политические требования. Проблема предприятия Алафузовых была в том, что фирма выполняла военные заказы, а государственные контракты, заключенные еще в начале войны, за 4 года не индексировались. Предприятие работало в убыток. Повышая жалования рабочим, владельцы не могли повлиять на себестоимость продукции. Это было показателем бюрократизированной системы власти, когда принятие важных, в том числе экономических решений, откладывалось по разным причинам. Из-за человеческого фактора, из-за отсутствия дисциплины и ответственного подхода к делу. Сразу же в марте 2017 года был образован фабрично-заводской комитет, то есть рабочие попытались взять уже тогда власть в свои руки. Фабзавкомы пытались уволить служащих и мастеров, ссылаясь на их некорректное обращение с рабочими. Иногда это было просто сведение счетов с неугодными лицами. Межличностные конфликты, не имевшие прямого отношения к производственному процессу. Чудом удалось спасти от увольнения Ивана Бурмакина, директора предельной фабрики. Он проработал на предприятии к тому времени 50 лет. Абсурдность ситуации заключалась в том, что после его увольнения останавливался весь производственный процесс на фабрике. В целом, из-за общественной деятельности участники фабрично-заводского комитета не ходили на работу, но при этом требовали оплаты труда для себя. Революция всегда пожирает своих детей. Рабочие Алафузовской фабрики остались без работы и жалования. После принятия декрета о мире сократились военные заказы. В октябре 1918-го Алафузовская торгово-промышленная империя была национализирована. Вперед, 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 и зайдет за кровавой зарею солнце правды и братской любви.